Эфир телеканала АТР продолжает «Заман». В студии для вас работает София Абляева. Добрый вечер. 4 года назад, в ночь на 27 февраля, в Совет министров и Верховную Раду Крыма ворвались вооруженные люди в касках и бронежилетах. Российские спецназовцы впервые вывесили над Совмином и парламентом российские триколоры. Уже после обеда депутаты Верховной Рады Крыма отправили в отставку главу Совмина Анатолия Могилева. В его кресло в тот же день сел лидер русского единства Сергей Аксенов. 27 февраля депутаты проголосовали также за проведение так называемого референдума. Подробнее об этом дне 4 года назад, далее без комментариев. Ничего нет. Здания Верховного Совета Крыма и Совмина Крыма были захвачены неизвестными. Мои переговоры с ними ни к чему не привели. Находящиеся там люди сказали о том, что они не уполномочены вести переговоры. Два КАМАЗа. Они разгружались. Они тихонечко раз. Оружие. Как оружие? Мешки. Автоматы. Пистолеты. Люди ходят так же, как обычно, как всегда ходили. Верховный Совет Крыма прошли члены Президиума Верховного Совета Крыма для обсуждения ситуации. Все те, кто туда пойдет, они не просто идут на сговор с террористами, они добровольно принимают решения для того, чтобы принимать решения под дулом автоматов. Всем спасибо за работу и поддержку. Честь имею. О нарушении прав человека в оккупированном Крыму сегодня говорили в Женеве. Там открылась 37-я сессия Совета по правам человека ООН. В ней приняли участие председатель Меджлиса Рифат Чубаров и его заместитель Ахтем Чийгоз. Они напомнили, что Россия оккупировала Крым, нарушив международное право, запретила деятельность Меджлиса и продолжает репрессии в отношении граждан Украины на оккупированном полуострове. Участие в выборах российского президента в украинском Крыму – уголовное преступление. Об этом заявил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин и призвал жителей Крыма не ходить на вибори і не работать в избирательных комиссиях. Це політичне схвалення дій окупаційної влади. Незалежно від того, за кого там хочете голосувати, якщо ви прийшли на свою виборчу ділянку, ви все підтримуєте окупантів. По-друге, усі члени виборчих комісій, територіальних, окружних, які добровільно пішли на співпрацю з державою-агресором, можуть бути покарані згідно чинного українського законодавства і під час відвідання материкової України, і після деокупації півострову. Десятки років ув'язнення на материковій Україні. Также Борис Бабин предупредил об уголовной ответственности за участие в суде присяжных страны-оккупанта. Их списки уже формируют местные администрации. Это считается военным преступлением и преступлением против человечности, за которое можно получить пожизненный срок.
Ведрами монет сегодня оплатили штрафы участники одиночных пикетов в Крыму: Мустафа Расилов, Эльдар Алиев, Асан Ситхалилов. Всех их оккупационные суды оштрафовали каждого на 10 тысяч рублей. 14 октября 2017 года более сотни крымских татар вышли на одиночные пикеты против произвола силовиков в Крыму. Оккупационные власти квалифицировали эту акцию как организованную и массовую. Более 80 человек оштрафовали на общую сумму больше 1 миллиона рублей. Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщает, что ее брат находится в колонии в Лабытнанге на Урале. Об этом ей стало известно из надежных источников. Ранее российская правозащитница Яна Гончарова распространила информацию, что переслала Олегу письма поддержки, однако Федеральная служба исполнения наказаний прислала ответ, что письма не могут быть доставлены адресату, поскольку его нет в этой колонии. Провокация в Ужгороде. Ночью в офисе Союза венгров произошел пожар. Помещение выгорело дотла. По информации местного издания, перед пожаром произошел взрыв. В редакции предполагают, что в окно Союза венгров бросили коктейль Молотова. Это уже вторая попытка поджога организации. Первая была 3 недели назад. Подозреваемые задержаны. Ими оказались 2 поляков, членов праворадикальной организации «Фаланга». По факту нынешнего поджога полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное повреждение имущества». Когда ночью я услышал об этом случае, сразу приехал. Меня шокировало увиденное. Скорее всего, это было взрывное устройство, которое очень сильно повредило здание и имущество. Местная власть создала специальную комиссию для этого случая. Есть видео, которое должно помочь найти исполнителей, но лучше было бы найти заказчиков этого взрыва. Це жодних сумнівів немає, що російські спецслужби за цим стоять. Як перший раз, в ніч на 4 лютого, тоді задіяли навіть громадян Польщі і членів праворадикальної проросійської організації «Фаланга». Решительно осуждаю очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства. Системность и сходство действий провокаторов свидетельствуют о заказном внешнем следе. Мы не оставим наших венгров в одиночестве. Вместе будем противодействовать попыткам дестабилизации на Закарпатье. Взрывы, слезоточивый газ, пострадавшие, задержанные. Все это сегодня было возле Верховной Рады Украины. Там произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. С обеих сторон есть пострадавшие. Во время столкновений повредили камеру нашей съемочной группы. Подробнее далее в сюжете. Создать антикоррупционный суд, принять новое избирательное законодательство и внести в повестку дня постановление об импичменте. С этими уже традиционными требованиями палаточный городок возле Верховной Рады стоит с октября. Однако сегодня эскалация была заметна с самого утра. Столкновение начинается после того, как митингующие пытаются поджечь шины у кордона силовиков. Полицейские применяют слезоточивый газ, а затем ломают металлический забор. Мало бути спалення, перепрошую, спалення російського прапора. Во время столкновений в камеру оператора телеканала АТР попали камнем. Со стороны митингующих, я думаю. Потому что камера направлена была туда. Столкновение под Радой в парламенте назвали провокацией. Однако кто именно ее организовал, мнения народных избранников расходятся. Люди просто вийшли висловити свою позицію без партій. Взагалі вийшли і сказали, нам надоїло так жити. У відповідь вони отримали просто-напросто жорстокість сторони правоохоронної системи. За Конституцію мирно збиратися, пікетувати Верховну Раду, будь-який орган Верховної Ради. Але якщо ви за гроші виконуєте замовлення людей, в тому числі не виключено, що за рахунок Російської Федерації, то це є злочин. І за злочин прийдеться відповідати.
Полиция причину противостояний объясняет так. Відомостей, які я зібрав від поліції, все почалося з того, що спровоковані політиками мітингувальники чи протестанти, як їх назвати, чи мешканці цього наметового табору хотіли вдатися до протиправних дій, зокрема до підпалювання шин. Поліція цьому перешкоджала, і Нацгвардія. Перешкоджання поліції Нацгвардії цьому їхньому наміру спричинило до використання ними заборонених предметів, до кидання каміння, а також пляшок. Пляшок, до речі, запалювальної суміші. В нацполиции сообщают о 14 травмированных правоохранителях. Сколько пострадавших среди митингующих неизвестно. Открыто уголовное производство по статье хулиганства и задержаны 9 протестующих. Виктория Облязова, Елена Стыцюк, Асан Иминов, Заман, АТР. Госдеп США требует от Москвы немедленно наказать виновных в смерти Бориса Немцова. Российского оппозиционера убили ровно 3 года назад. Такое же требование выдвинули и российские оппозиционеры, которые были вынуждены покинуть свою страну. Они уверены, заказчик убийства – один из руководителей администрации Путина. На этих кадрах трехлетней давности Борис Немцов и Анна Дурицкая. Они идут по Большому Москворецкому мосту рядом с Кремлем. 27 февраля 2015-го в 23:31 прозвучали выстрелы из пистолета Макарова. В это время снегоуборочный автомобиль закрывает от камеры людей. Российский политик Илья Пономарев считает, что заказчик убийства из окружения Путина. Но в чем это дело совершенно не закрыто. И, соответственно, про это говорят вот адвокаты, про это говорит общество, про это говорит оппозиция. Это вопрос с заказчиками. И вопрос с заказчиками еще предстоит рассматривать в будущем, безусловно. Я думаю, что это один из руководителей администрации президента Путина. По версии следствия, Немцова убили из корыстных побуждений. Заказчики пообещали исполнителям 15 миллионов рублей. В июле прошлого года Московский окружной военный суд огласил приговор 5 причастным к убийству политика. Зауру Дадаеву, бывшему бойцу батальона «Север» МВД Чечни, стрелявшего в Немцова, дали 20 лет колонии строгого режима. Организатором убийства назвали Руслана Мухудинова, бывшего офицера батальона «Север». Обвинение ему предъявили заочно. Уже 3 года он в розыске. Заказчик не назван до сих пор. В оппозиции говорят, следствие неполное. Правоохранители не допросили командира батальона, не нашли пистолет. Фиктивное расследование. Пока у власти находится кремлевская власть, путинская, настоящего следствия быть просто не может. Изначально все это было подделано либо под чеченский след, либо под украинский след. Найти заказчика убийства требовали и в российских городах. На выходных тысячи людей вышли на улицы Москвы, Санкт-Петербурга и еще около 3 десятков городов на акцию памяти оппозиционера. Виктор Пономарев, Никита Проскурин, Заман, АТР. Несмотря на перемирие в сирийской Восточной Гуте, там по-прежнему стреляют. Прекращение огня анонсировали еще накануне. Но пока неизвестно, сможет ли в регионы, где не утихают бои, прибыть гуманитарная помощь. Про это и другие события в мире смотрите далее. Перемирие длится каждый день до 14 часов. Это позволит гражданским покинуть районы, которые в последнее время жестко бомбят сирийские правительственные войска. Совбез ООН в то же время требует беспромедлительно начать 30-дневное перемирие. За время 7-дневной бомбардировки Восточной Гуты погибли 500 мирных жителей. $40 миллионов на борьбу с российской пропагандой. Столько выделили Соединенные Штаты Америки. О сумме совместно договорились Госдеп и Пентагон. Когда оглашали официально, Россию не называли. Но очевидно, что в первую очередь будут бороться с дезинформацией Кремля. Вашингтон многократно обвинял Москву в вмешательствах в выборы и в дезинформации. В Молдове оштрафовали телеканал за трансляцию русских новостей. Штраф 50 тысяч лей, то есть более 65 тысяч гривен. Канал со штрафом не согласен, грозится судом и обещает и дальше показывать кремлевские новости. Напомню, чтобы принять закон, который противодействует российской пропаганде, даже временно отстраняли от должности президента Игоря Додона. Новые детали кокаинового скандала. Российские СМИ узнали, что наркотики из Аргентины в Россию отправляли на самолете, который обслуживает
первых лиц государства. В управлении по делам президента Российской Федерации это отрицают. 400 килограмм кокаина в 12 чемоданах на сумму в более 50 миллионов долларов нашли в школе при посольстве России в Аргентине. Во время спецоперации наркотики подменили мукой и проследили движение багажа в Россию. Вероника Иващенко, Заман, АТР. Это все, что мы успеваем вам рассказать. Информационный вечер на телеканале АТР продолжается. Оставайтесь с нами. Спокойной ночи.